Меня зовут Зера, фамилия моя Бекирова, живу в Севастополе и с 2006 года занимаюсь таким направлением, как психология, терапия душ, семинары, обучение, и параллельно очень много обучаюсь. Поэтому одним из моих таких интересных, да, будем говорить, предназначений, которые мне очень интересно делать, это, конечно же, просвещать людей, да, понимать законы этого мира, понимать, как все устроено, понимать, зачем и почему в нашей жизни происходят определенные процессы. И вот когда ты даешь человеку вот эту вот осознанность и понимание этой всей кухни, да, нашей жизни, человеку проще становится двигаться в этой жизни, преодолевая определенные трудности, достигая чего-то. То есть я как себя вижу, да, как человек-мотиватор, который, рассказывая, как это все устроено, да, помогает человеку, который на какой-то момент времени ослеп, к примеру, да, двигаться в темноте, как включать этот свет в своей жизни, да, и понимать. Ну вот, если в двух словах, то это так. Сегодня мы говорим и все чаще поднимаем эту тему, это абьюза, да, это абьюзивных отношений. Есть ли у нас абьюз, какой он, есть какие-то у него отличительные какие-то особенности? Конечно, имеется. Я думаю, что это никому не секрет, и даже если это не оглашается, если это не говорится об этом громко и вслух, то я думаю, что каждый в своей внутренней такой семейной системе все равно знает глубоко внутри себя, что это имеет место быть, и довольно-таки часто. С чем я это связываю, чем, какая степень проявленности абьюза конкретно в нашем народе? Я думаю, что средней проявленности и где-то частично ярко проявлено. С чем связано? Я думаю, что это связано все-таки с ментальными программами, и определенное влияние на вот такую проявленность агрессии все-таки повлияло ассимиляция нашего народа с другой культурой. Потому что культура Средней Азии, она более так ярко проявлена в такой иерархичности, да, в главенстве мужчины, и где-то там даже проявлено такое бесправие женщин, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, поэтому вот эта культура, она как-то вот перекочевала в культуру нашего народа и привнесла вот такой отпечаток на взаимодействие между мужчиной и женщиной. Я это вижу так. Нынешнее положение обычных наших семей, крымско-татарских семей, вы как-то для себя находите объяснение вообще, почему сегодня этот абьюз, он как-то, по-моему, увеличивается? Вообще, многие начинают о нем уже открыто говорить, и мы понимаем, что у нас есть проблемы. Я думаю, что ситуация в целом не только у нашего народа, но в целом в мире очень напряженная в связи с вот такими очень мощными переменами в социуме. То есть вот эта вот массовая ситуация, когда мы абсолютно в неизвестности, когда события меняются очень быстро, когда мы длительный период находимся в состоянии напряжения, скорости, будем говорить, неопределенности, а самое страшное для человеческой психики, когда он не знает, что будет завтра. И вот на этом фоне, на фоне такого гипернапряжения и гиперстресса у человека на поверхность всплывает все то, что на протяжении многих лет, а может быть даже веков подавлялось. То есть человек, который имеет определенные травмирующие, да, программы внутри себя, то есть травмирующие ситуации создают программку. Программка, когда он, например, подавляет свою агрессию, когда он хочет ответить кому-то, да, но не может в связи с зависимым положением или, например, там статус не позволяет или еще что-то, то это все подавленное в напряженной критической ситуации всегда проявляется. Говорят же, если ты хочешь узнать человека, поругайся с ним, попробуй поругаться, и ты узнаешь все его внутренний мир. Поэтому я думаю, что на вот это вот усиление абьюза, усиление агрессивных проявлений в семьях и так далее имеет тот фактор, что люди находятся в очень большом напряжении. И вот это напряжение сказывается не только на взрослых, но и на детях. И вся вот эта система образования, система мироустройства сейчас настолько напряжена, что, вот так будем говорить, все срываются, слетают с определенных норм поведения. С этих шаблонов они слетают, потому что они по-другому реагировать не могут. То есть больше стали проявляться вот те первичные инстинкты. Это так. А есть ли какие-то особенности у абьюза по крымско-татарски? Чаще всего это абьюз, конечно, мужчин над женщинами, чаще всего, потому что есть абьюз женщин над мужчиной, но в крымско-татарской среде чаще всего это абьюз со стороны мужчины.
ну, на мой взгляд, потому что история когда сейчас женщина более становится эмансипированной, больше хочет работать, ну и мир так требует, да, сейчас культура перестраивается, институт семьи перестраивается, и в целях выживания женщины тоже вынуждены работать. Не только потому, что это личная инициатива женщины, в целом ситуация так складывается, что женщина вынуждена тоже работать. И вот этот вот процесс, да, как мы назовем? Когда женщина становится более социально, когда она выходит больше в социум, когда становится более самостоятельной, да, мужчинам это немножечко непривычно. То есть мужчины на это реагируют болезненно. Не все, да, это отдельные случаи, но вот чаще всего вот эта болезненность в этом, то, что женщина становится более самостоятельной. Понятное дело, что я бы тут взаимоотношения женщины с мужчиной и к женщине тоже есть что сказать, да, что она где-то включает режим автопилота и прочее, прочее. Это все очень в личном разборе, но чаще всего это, конечно, реакция мужчины. Как складывается, опять же, вот, да, я скажу про депортацию как один из вариантов. Вы можете раскрыть немножко эту тему влияния депортации как на будущий абьюз, скажем так? Есть ли какие-то связи с этим? Ну, чтобы немножечко прояснить, при чем тут депортация и почему депортация влияла, я немножечко скажу о таком понятии, как трансгенерационное поле, трансгенерационные связи. То есть это понятие открыл французский психиатр Рене Лафорг, и он говорит о том, что все, что было и происходило событийно, эмоционально в прошлом, да, у наших предков, а это 7 поколений за нашей спиной, это 128 прямых предков. 128 предков проживали каким-то образом свою жизнь. Да, это сколько? Почти 5 поколений, 5 веков назад. И можно себе представить, какие там культурные, социальные факторы могли повлиять на их психическое состояние. И вот то проживание, либо правильное, либо неправильное, уже на уровне ДНК закладывает какой-то определенный информационный пласт, информационный какой-то посыл, да, в ДНК рода, в ДНК поколений. И вот с этим пластом в этот мир приходит человек. Человек приходит уже с готовой определенной программой, заложенной в него предками. Следующее, что он, проживая в своей жизни, да, он накладывает на эту программу свой опыт. Его личный опыт — это базовая программа от нуля до сегодняшнего дня. Это какие-то травмирующие ситуации, прожитые в детстве, это травмирующие ситуации подросткового возраста и так далее, и так далее. Ну, где-то травмы бросали, где-то предавали, где-то безответно, где-то насилие и так далее, и так далее. Но немножечко сейчас поговорим про это прошлое, да, про программы прошлого. И вот если в системе человека, да, в жизненной его системе, например, все гладко и все хорошо, да, и вот он встречается с девушкой и решает создать семью. И вдруг на каком-то этапе его начинает что-то раздражать. Вот все было хорошо, и что-то вот происходит. И конкретно на эту девушку у него такая реакция. Вот на других девушек у него будет все хорошо. Он будет общаться и здесь хорошо, и там хорошо, и в семье он замечательный сын. Но конкретно в этой ситуации он вдруг себя ведет неадекватно. И когда к тебе приходит с таким вопросом, что же происходит, тогда я предполагаю, что, скорее всего, на определенный шаблон поведения этой девушки, либо типаж, либо ее какие-то фразы, либо ее какие-то не те поступки или, возможно, действия, да, какие-то, вот он на них реагирует, исходя из того шаблона, который он получил по наследству. Маленький пример. Девушка, 19 лет, диагноз анорексия. Всегда его привожу, потому что один из ярких примеров. Все прекрасно было в жизни, мама с папой живут замечательно, девочка очень счастлива, благополучная семья, и вот встречается с мальчиком 3 месяца, мальчик ее бросает, и она получает сильнейшую травму, потому что ее предали. Всего лишь 3 месяца, казалось бы. Есть очень много примеров, когда в жизни человека могут много раз предать, бросить, и для него это абсолютно не травма. Он может также благополучно строить следующие свои отношения без того, чтобы уходить в травму и, вот будем говорить, в заболевание в такое. У этой девочки это было очень травматично, а анорексия неизлечиваемая, да, болезнь. Поэтому, когда она пришла ко мне, мы стали разбираться, как ты думаешь, кто в твоей родовой системе испытал то же самое. Выясняется, что у ее отца первый брак, жена как-то так очень нехорошо ушла в другую семью. Папа в идеале должен был уважать выбор другого человека, да, осознать свою внутреннюю ценность, понять, что, наверное, вот на этом этапе это так, принять как есть, идти дальше.
Да, он пошел дальше, но все эти чувства подавил внутри. Чувство брошенности, несчастности, да, и так далее. Там много травм. И вот у него второй брак, рождается эта девочка, которая уже такое маленькое событие, как 3 месяца в 16-летнем возрасте. Это не настолько вот прям так прям, чтобы, да, уйти и заболеть, она переживает болезненно. И вот мы прорабатывали, что чувствовал папа, выгружали из нее эти чувства. А потом, почему в жизни папы это произошло? Наверняка в его программе тоже было что-то. И вот когда мы проработали эти программы, за 2 сеанса у девочки восстанавливаются все гормональные истории, восстанавливается питание. И вот на сегодняшний день, это уже 1,5 года прошло, вот недавно она пришла еще на одну терапию и рассказала, что у нее уже гармоничные взаимоотношения в паре, она живет уже с мужчиной, да, и у них вот уже образовывается семья. Поэтому вот таким образом вот эта вот история может влиять. Поэтому, что касается нашего народа, у нас слишком свежа память очень серьезных травмирующих ситуаций. Ну, ближайшая, да, это депортация. Это когда человек жил в абсолютной уверенности, да, что вот в моей жизни все налажено, быт, жизнь, семья, дети. И люди всегда живут будущим, они всегда к чему-то стремятся. И вот в один прекрасный момент, это было очень внезапно и неожиданно, да, это факт, да, это было, но не все его прожили хорошо в плане смирения и несмирения, принятия и непринятия. Кто-то настолько болезненно это пережил, что, да, вот есть яркий пример, книга Виктор Франкл, известный тоже психиатр, который написал книгу «Скажи жизни да». Вот он там описывает эту историю, когда ты оказываешься в невыносимых, нечеловеческих условиях, не все это выдерживают, да, и он дает инструкции, как можно было бы в таких нечеловеческих условиях выжить. И как бы нашему народу подсказывать это было некому, они оказались там, где они оказались. И поэтому ужас, стресс, напряжение, агрессия, сопротивление, да, непринятие этого закона, непринятие этого события, непринятие подавило внутри народа очень серьезные вспышки. То есть любое какое-то нарушение теперь границ да, нашего народа, оно выливается через вот такой протест, который подавили в себе наши предки. Да, задача как бы это проработать, принять как данность, как то, на что мы не могли бы повлиять, и жить дальше. И как совет, да, не застревать в прошлом, идти в будущее, смотреть вперед и понять, для чего мне это было событие дано, да, почему я это подавляю внутри себя, и как я могу то подавленное, да, превратить в ресурс. А подавленное перевести в ресурс можно только приняв, да, эту ситуацию. Ну, вот так. Скажите про психологический и физический абьюз. Какой преобладает, какой чаще встречается? Ну, я просто статистику смотрела. Вы знаете, конечно же, если по статистике, то преобладает физический абьюз, но психологический абьюз никто не фиксирует, он недоказуем. И поэтому, на мой взгляд, как психолога, больше преобладает психологический абьюз. То есть физический абьюз — это последствия психологического абьюза. То есть вначале по нарастающей, да, человек психологически воздействует на партнера, даже не осознавая этого. Он так поступает, исходя из своих внутренних травм. Свои внутренние травмы он получил не только по родовой системе, но и плюс по вот этой вот базовой, да, своей программке, которую он в жизни своей приобрел. Чаще всего это подавление родителей, это образовательная система, учителя, педагоги, ну или, может быть, на работе, что, ну, такой наименьший вариант. Сейчас это как бы все очень лояльно. Если человека не устраивает, он уходит. Чаще всего это, конечно, семейная система, где абьюз проявлен там, потому что именно в этой системе ты привязан детьми, материальной зависимостью и так далее. Поэтому, на мой взгляд, преобладает, конечно, больше психологический абьюз, но он очень законодательно, да, по-моему, я не знаю, как с законами, но он недоказуем, его очень трудно отслеживать. И только когда человек приходит на консультацию, говорит, что в моей жизни происходит что-то не так, человек осознает, что, оказывается, он длительное время находился в психологическом абьюзе, когда его обесценивали и так далее, и так далее. И вот один из последних примеров: девочка пришла ко мне с тем, что она собралась разводиться. На первый взгляд было все хорошо, все замечательно. И после этого пришел ее муж выяснять, вот что ж такое, что происходит, почему моя, значит, жена решила разводиться. Они не понимали, что происходит вообще в их системе, в их семье. Оказывается, да, был вот этот вот как раз-таки ярко проявленный психологический абьюз. Девочка шла в развитие, в обучение, что-то хотела познавать, постигать, и он постоянно ее обесценивал. И она, не осознавая, она очень сильно себя винила. Вот я не могу больше с ним жить, и она даже не знает почему. Она говорит: вот мне плохо, мне не хватает.
И пока мы не разобрались, что было, почему ей было так плохо, почему ей было дискомфортно, почему он не поддерживал ее в этом, почему важно давать ей вот эту возможность немножечко делать то, что ей нравится, она как мама хороша была, как жена была хороша. И вот как бы семья соединилась, у них все хорошо, он услышал, что он должен был делать, жена поняла, почему ей было это важно. Поэтому вот такое вот просветительская, на мой взгляд, да, миссия, да, она очень важна. И я думаю, что люди больше должны знать об этом, о своих правах, о своих вот этих историях, для того, чтобы суметь сохранять вот эту семейную систему, понимая свои ролевые модели, да, кто как себя ведет и что для человека важно. Ну вот так, просто мозг можно тоже тренировать. И когда ты рассказываешь механизм квантовой физики, как можно себя натренировать, когда ты рассказываешь, как можно вообще взаимодействовать без того, чтобы усугублять, все расслабляются, все вылетают из этих триггеров, и он смотрит на нее и думает, она вообще не сопротивляется, вот прям ему хочется с ней. Один сеанс, они приходят домой, вот в этом пробуют, тренируются, муж говорит, с тобой все нормально? Ты вообще как? Она говорит, а мне... Ты вообще куда ходишь? Да-да-да. Ну, и она говорит, а это вот так, вот теперь уже и муж там слушает и так далее. И я вот на марафонах на своих, да, вот я когда об этом рассказываю, все говорят, ну это какой-то, я говорю, ну вы же ходите в спортзал, чтобы тело было красивым? Вы же тренируете свои мышцы, знаете, что натренировав, вот это все непонятное становится понятным. Мозг то же самое. И вот я еще один пример хочу привести, когда есть такая у меня трансформационная игра, ее проигрывают они целый день, да, за столиком, где муж достает карточку и жена достает карточку с вопросом и с ответом. И вот мужчина в моем лице, да, получает посредника, который задает вопросы его жене, и он слушает, что она отвечает. Она отвечает совершенно на темы, которые не касаются их личной жизни. И в конце этой игры он, оказывается, ей говорит: и это правда, ты действительно так чувствуешь, ты действительно так хочешь, да, и это говорит сейчас о чем? То есть очень большая проблема в том, что до абьюза дело доходит тогда, когда люди перестают слышать друг друга и общаться. То есть это история, когда мы очень детоцентрированы, это мамочки, которые начинают все свое внимание уделять детям, забывая о второй половинке, которая тоже, да, требует какое-то внимание. Или когда мы очень сильно бегаем, да, за какими-то материальными благами, и мы просто всю свою жизнь туда посвящаем, и вот отсутствие вот этой грамотности, да, вот этой вот, как живет семейная система, по каким законам, законы распределения энергии, как соблюдать этот баланс, она и порождает вот эти вот истории с абьюзом, с агрессией и так далее, не отсылаясь даже к тем травмам, которые в них сидят. То есть достаточно просто иметь эти знания, и уже можно выстраивать нормальную гармоничную систему. Поэтому я всегда советую: развивайтесь, изучайте, познавайте, учитесь, слушайте, вникайте, и тогда, возможно, можно избежать этого. Понятно, что есть такие уже совсем случаи патологические, когда уже есть история, неизменная константа, агрессивный маньяк. Вот тогда я, конечно, говорю, что надо отстраняться, искать поддержку и разбираться с травмами. Почему в моей жизни это произошло? То есть я всегда говорю: уходите от борьбы, уходите от сопротивления, отойдите в сторону. Это как, знаете, да, воронка в море. Как выйти из воронки? Совет. Если ты попал в водоворот, надо нырнуть в глубину и выплыть в сторону, потому что основание воронки всегда узкое по сравнению с вершиной. Здесь тот же принцип, поэтому для меня это про необразованные. Да. Скажите, пожалуйста, есть ли влияние культурных особенностей патриархальной вот этой вот структуры, которая рушится, какие-то предрассудки культурные наши, да, когда, скажем так, Келлин там вообще не имеет никаких прав, и там, в принципе, диалог невозможен, то есть, ну, с кем разговаривать, да? И расскажите вот про это. Да, я считаю, что вот эти все ментальные, будем так говорить, конкретно принадлежащие именно нашему народу, вот эти схемы и шаблоны поведения в семейной системе, они искажены несколько. Ну, будем говорить, что очень искажены, потому что есть такое понятие, как бесправная невестка, да? И есть понятие, как очень властная, с эго переразвитым невестка. Есть понятие, как очень властная, разбалованная девочка в отношениях муж-жена, и есть очень эгоцентричный и такой патриархальный мужчина, который говорит: я в доме там хозяин, да, и будет только так, как сказал я.
где нарушен баланс уважения прав другого человека? Конечно, есть. И это одна из причин, когда не уважаются границы другого человека из позиции «только я права и больше никто». Потому что я твоя свекровь, там, и это очень искажено, и я, конечно, считаю, что это тоже... Ну, а что делать с этим, если... Ну, это же тоже, получается, причина абьюза. Просвещаться, обучаться этому. Ну, то есть, смотрите, вот, допустим, к вам обращается девушка, там, молодая, там, у нее один ребенок, может быть, да, и она говорит, что вот у меня, у них такой склад, да, в семье, что мама там главная, папа там вообще ни о чем, и вот что мне делать, со мной ничего не разговаривают, меня ни за кого не держат, а если еще это бесприданница какая-нибудь, так это вообще... Ну, там жесткий абьюз начинается. Ну, в этом случае, что я советую? Да, это имеет место быть. Человек попал в определенные условия. Что делать? Если для тебя дорог мужчина, с которым ты проживаешь, да, и внешнее твое окружение тебя не устраивает, тогда ты ищешь возможности, что я могу сделать такого, чтобы не реагировать на это внешнее. Да? Если реагировать не получается и степень от 0 до 10 некомфорта велика, и ты уже идешь на разрушение, тогда ты выходишь из этой системы, беря ответственность на себя за свое решение. То есть я всегда говорю, что это личный выбор каждого человека. Он сам должен для себя определить, насколько мне от 0 до 10 комфортно, некомфортно. И вот когда мы начинаем взвешивать, что хорошего есть и что плохого, да, мы начинаем думать, а что я могу сделать с этим плохим. То есть я всегда советую включить творчество. Творческий потенциал — это как я могу наработать внутри себя. Ну, элементарно, я всегда говорю, актерское мастерство никто не отменял. Если я сегодня вот здесь улыбнусь, и, может быть, не совсем от сердца, но улыбнусь, может быть, это сохранит мое благополучие в этой семейной системе. Или тогда я задаю вопрос, что плохого будет от того, если ты улыбнешься? Да? И тогда человек говорит, ну, в принципе, ничего, ну тогда улыбнись. Или что, например, будет такого, если я представлю, что она нервничает только потому, что она, может быть, где-то тоже очень за что-то боится, у нее свои страхи, свои какие-то блоки, проблемы, и тогда я возвращу свою ценность и определяю, что для меня быть важнее, например, со своим мужем, и для меня важно, что он меня любит, а это не важно. Тогда мы убираем важность их отношения ко мне, и тогда я тоже самосохраненная, целостная, проживаю в этой системе дальше. То есть это все твоя внутренняя работа над собой. Насколько для меня важно, что обо мне они думают, или что для меня важнее, то, что думает обо мне мой мужчина, или то, что думает обо мне моя свекровь. Это всегда про внутренний выбор и про внутреннюю... Где внимание, там энергия. Вот если внимание мое на мужчине, и там нет внимания, значит, мне это не больно. Тогда я перенаправляю внимание человека. Или есть такая история, когда мы визуализируем, к примеру, вот я много рассказываю об этом, когда мы можем представить, что в этот момент, когда на меня, например, очень сильно кто-то кричит и агрессирует, я в этот момент представляю, как ко мне отправляют, я не знаю, там шарики любви или денег и так далее. И мозгу, как известно, да, по принципу зеркальных нейронов, без разницы, он это реально ощущает или он это представляет. И вот достаточно ему это представить, тело расслабляется, потому что мы все знаем, что если мы возьмем лимон, да, представим, что кто-то кушает лимон, у нас выделяется слюна, хотя лимона во рту нет. Так и здесь мозг обязательно выделяет вот эту вот историю расслабления. Да? И если я, например, буду ей посылать взамен шарики, энергию любви, или просто думать о ней что-то очень прекрасное и хорошее, например, какие у нее красивые глаза, в тот момент, когда она кричит, и это тоже работает. Этот человек этот посыл считывает, потому что мы все эмпатичны. Тело человека очень эмпатично. Мы всегда чувствуем человека, который думает негативно. Или собака всегда чувствует человека, который ее боится, она его кусает. Как она это чувствует? Мы имеем качество эмпатичности и считывания. Поэтому, значит, надо менять фокус своих мыслей. Я буду думать по-другому, и тогда, возможно, напряжение вокруг меня будет снижаться, и все остальное мое пространство будет тоже снижать вот это вот напряжение. Поэтому есть такое понятие, как закон притяжения. Что внутри, то и снаружи. Поэтому моя низкочастотная энергия будет низкочастотные вибрации притягивать, высокочастотная будет высокочастотных людей притягивать. Поэтому всегда говорят, твое окружение тебя формирует. Или ты формируешься, где ты окажешься, да, то тебя и будет делать, будем так говорить. А вот наша такая культурная особенность, когда там условный сын живет с родителями. То есть это распространена такая история, и это тоже частенько является причиной абьюза. Конечно. Что в таких случаях вы говорите? У вас есть такие случаи? Вы конечно, конечно. Вот, скажем так, жилищный вопрос. Да.
Ну, психолог советов вообще никогда не дает. Я всегда говорю, как вы думаете, да, насколько для вас... Вообще в целом система, которая создается, новая семейная система, она всегда должна отключаться. Да, вот это вот, есть такое понятие, как телефон и зарядка. Женщина — телефон, мужчина — зарядник. Да, то есть функционал — это женщина, зарядное устройство — это мужчина. И вот пока мужчина не находится в отношениях с другой женщиной, его функционалом всегда является законодательная база мамы. Всегда. Поэтому в исламе такое значение уделено маме, когда спрашивали, да, вы знаете, 3 раза мама, потом папа. Потому что мама очень большое влияние имеет на ребенка, которого она родила, воспитала, потому что утробный период, внутриутробный, потом вот этот пубертатный период, доподростковый и так далее. То есть практически вся законодательная база, она заложена на маме. И поэтому вот это отсоединение, оно должно всегда происходить сразу же после того, как мужчина начинает, да, другую законодательную базу брать в свою семейную систему. Поэтому не все мамы, к сожалению, понимают это и своим либо правильным, либо неправильным мировоззренческим каким-то, да, вот этим вот силой, полем влияет на мужчину. Это имеет место быть. Поэтому вы говорите про какой-то прям осознанный подход. Да. Но мы же сейчас говорим про культурную особенность, которая Да. прочнее бетона. Да. Понимаете? Но да. Вот так принято, да. Что вот что ты оставишь родителей, да. Идет манипуляция, ну да. Как ты, что ты, куда, а что соседи скажут. Да. Мы же говорим про какие-то вещи, которые очень крепкие. Да. И если женщина попадает в эту штуку, в эту ситуацию, она вообще, еще если у нее прав нету, то это же все звенья да. Одной цепи. Да. Но вот про вот эту твердую культурную особенность вы можете про нее сказать? Конечно. Я же сейчас вот как раз-таки и озвучиваю, что она настолько имеет место быть. Я просто рассказала сейчас механизм, как это срабатывает. Да? Что в этом случае делать? Вот той семье молодой, которая находится в таких условиях, да, ей нужно брать ответственность в свои руки. Конечно. И сказать: мама, папа, да, я вас не бросаю, я у вас есть. У нас есть семейная традиция, мы в неделю раз будем приходить к вам или там каждый день приходить. Я всегда готов вам помочь, и это не значит, что я вас бросаю, и это значит, что я больше не завишу от мнения других людей, что они скажут. Я выбираю там свою семейную, потому что в этой истории, да, будет закладываться такой стержень: я выбираю себя, я выбираю, да, свое право быть счастливым. Я думаю, что... В конечном итоге абьюз — это про ответственность. Конечно, это всегда про ответственность. Что выбираешь ты? Да. А получается, что мы можем так сказать, что женщины, которые находятся в абьюзивных отношениях, это просто женщины, которые боятся взять ответственность? Да, конечно. Это внутренняя жертва, да. Девочка, которая растет в системе и видит бесконечные, да, какие-то бесправные действия по отношению к маме, и она видит, что мама никак это не отстаивает, и видит, что мама это принимает, она эту модель поведения берет за норму. И у нее нет опыта, как себя отстаивать, как заявлять о себе, как взращивать свою ценность. Да? И таким образом она, переходя в другую систему, точно так же моделирует ту же систему, которую она приняла, например, от своей мамы. И если, например, мне кто-то сейчас возразит, скажет: а вот если мама была, вот все в жизни было хорошо, а почему-то у девочки вот такая модель поведения, вот здесь я говорю о вот этих трансгенерационных связях, потому что чаще всего есть такая вот наука родология, Лариса Докучаева, да, авторы этого метода, они говорят о том, что есть очень ярко проявленный эффект бабушки. То есть бабушкины программы на 3-м поколении срабатывают больше всего. И абсолютно здоровая, адекватная мама в нормальных, здоровых семейных отношениях выращивает девочку, которая идет в абьюзивные отношения и терпит там много лет. И тогда вот там мы раскапываем вот ту программу бабушки, где бабушка терпела очень много лет, и это прям очень всегда подтверждается. И тогда мы у этой девочки перепрошиваем эту программу через ее осознание. Ну, много разных техник есть, где мы можем это сделать. Поэтому это все травма, либо переданная, либо вот прям прожитая в жизни и полученная в процессе жизни. Поэтому девочки, которые в этих отношениях находятся, она унаследовала эту программу, ей важно ее осознать, ей надо признать, что внутри есть что-то, где она не берет на себя ответственность. Когда она говорит: ну мне же страшно, ну и страх тоже унаследован. Тогда мы разбираемся, а что в этом страхе. Тогда она говорит, что она не знает, как она будет дальше жить. Это страх, да, неизвестности.
И это говорит о том, что у нее внутри травма ценности. Она не ценит себя настолько, что... Или там травма, например, защищенности, травма, например, безопасности. А травму безопасности мы априори вот этим вот путем получили по менталу народа, потому что мы потеряли вот эту вот безопасность, почву из-под ног, когда было переселение. Поэтому 90% людей с травмой безопасности. Это когда они не знают, вот эта вот выживательная история, она вот прослеживается у нашего народа, вот бесконечно надо стремиться. А что делать вот в таких случаях, когда есть многодетные семьи, и женщина говорит, она понимает свое тяжелое положение, она говорит, что мне просто некуда пойти. Что делать? Она же не может сама снять квартиру и без мужа пойти. То есть она смотрит детей, маленькие грудные дети. Она ищет поддерживающую среду. То есть если это опасно для ее жизни, она ищет поддерживающую среду. И чаще всего, как только она внутри себе разрешает, что она пойдет и попросит о помощи, ведь даже очень многие люди о помощи просить не могут в связи с «что подумают обо мне?», да, это опять зависимость от чужого мнения, это травма ценности. Я буду переживать, мне так важно, что обо мне думает Ваня там, или Петя. Ценная девушка говорит: я выбираю себя и свою безопасность своих детей. Будет день, будет пища. Да, это доверие Богу, миру, пространству. Это травма вот этой безопасности, чувство безопасности. Я в безопасности. Я выйду, и мне обязательно там мир что-то даст. Есть соседи, есть друзья. И это вот немножечко еще и про гордыню. Ой, я не пойду просить. Да? Мы там смотрим, это сильная гордыня или это прям сильная зависимость. Это тоже все разбирается в личной терапии. И вот тогда, когда она приходит, ей всегда, поверьте, найдется и место, и приют, и как только ты об этом говоришь, мир откликается. Очень много людей, которые готовы помогать, они не знают, кому помогать. Еще один вопрос есть. Про тех женщин, которые знают точно, что они находятся в абьюзивных отношениях, но они это тщательно скрывают, выдавая иллюзию счастливого брака. Вот как это классифицировать? Знаете, есть такое понятие, как треугольник Карпмана, и вот в таких абьюзивных отношениях это же тоже все про травмы. Когда женщина изображает счастливую семью на публику, это маска, я защищаюсь от мнения других людей. Я хочу всем показать, что у меня все хорошо. Это вот про то, что у меня никогда не будет плохо, я вот такая звездочка, и не буду я об этом никому говорить, потому что у меня все плохо. И она выбирает путь саморазрушения. Понятно, что это будет там психосоматике потом проваливаться, по здоровью бить или по судьбам детей, потому что дети, находясь в таких моделях, они их переносят в будущее. Поэтому это тоже про то, что я завишу от мнения других людей, я должна всем показать, что это про хорошую девочку. Я всегда была хорошей девочкой, и мне не может быть плохо. Вот. И я не хочу этого признавать, это уход в другую реальность. Я надену маску и буду играть эту роль. Это тоже колоссальный слив энергии. Там очень трудно развиваться, очень трудно реализовываться, потому что ты все время живешь вот в напряжении. Рано или поздно это все равно пружина выстреливает. Или, например, девочки, которые не только изображают, да, а они даже боятся родителям в этом признаться. То есть это говорит о том, что там уже нарушена вот эта опора, она потеряла опору даже в родителях. А родители это бессознательно делают в целях привычки. Они действуют по схеме, по привычке. Вот ты вышла замуж, там вот, пожалуйста, милочка моя. И они даже не подозревают, какую боль носит в себе их ребенок. Если, конечно, они это узнают, они всегда протягивают руку помощи. Но я всегда таким женщинам говорю, что кричите о себе, говорите о себе, потому что вы есть, я жива, я есть. Да, есть такие посылы, когда ты должна сказать: вот она я, и вот мой мир. И я всем скажу, да, в каком состоянии я нахожусь, и вот там помощь придет там откуда. То есть выбери себя, выбери свое счастье. Вот про это. Как понять, что это не манипуляция, а абьюзивные отношения? То есть мне кажется, что сейчас очень модно стало обвинять в абьюзивных отношениях, тем самым манипулируя. Вот как этот тонкий момент распознавать? Это такой эгоцентризм, когда очень эгоцентричная, к примеру, девочка, не способная адаптироваться, да, и признавать границы другого человека, и признавать его желания, потребности как второй половинки, с которой я буду взаимодействовать. И тогда она думает, что
я пришла в эту систему, весь мир крутится вокруг меня, то есть мне все должны. Это принцип долженствования, это тоже позаимствованное, либо это, либо это перенимается, да, от родителей, либо это внушается ребенку, ты вот просто такая девочка, да, звездная, и вокруг тебя все должно крутиться. То есть это тоже нарушение воспитания. И поэтому здесь очень четко нужно понимать, что если ты входишь во взаимоотношения, то отношения — это всегда дорога с двухсторонним движением. То есть это всегда взаимовыгодные, то есть это должно быть и ему интересно, и тебе, и не только тебе. То есть, здесь вот про образование девочек я больше бы говорила и просвещала бы в этом направлении, какие должны быть взаимоотношения, какие стадии проходят взаимоотношения, да, стадии вот этой вот притирки, стадии там кризиса, когда ты привыкаешь, и это обыденность. То есть все в динамике в жизни в этой, поэтому в отношениях тоже есть вот эта вот система динамического развития волнового, и девушки должны это знать, наши дети, и они получать должны такое образование для того, чтобы они легко входили в эти отношения и понимали, что это норма, а это не норма. То есть эту норму, не норму нужно знать. И я очень много об этом рассказываю. Поэтому... опять же, это все в адекватность, да? То есть Конечно. насколько человек адекватен. Конечно. Потому что нормы, они же тоже все границы стерты. То есть Конечно. для кого-то норма — это такие отношения, для кого-то норма — это такие отношения. А как определить норму, не норма? Тогда мы спрашиваем, да, у женщины, тебе комфортно, когда он так себя ведет? Она говорит нет. Спрашиваем у мужчины, а тебе комфортно, когда она так себя ведет? Нет. Тогда, если они по определенным пунктам не договариваются, да, то эта пара не имеет, да, вместе ничего общего. Или, например, мы спрашиваем, что бы тебе хотелось? Да, она говорит, как ей хотелось, спрашиваю мужчины, ты готов это делать? Для тебя это норма, для тебя это комфортно? То есть есть договорные истории, вот эти точки соприкосновения, и их надо находить всегда на входе. Но если так случилось, что уже вошли в систему, то я вот на семейных этих вот историях всегда вот это все разбираю, для того, чтобы они смогли услышать и договориться. То есть только через контакт надо всегда спрашивать, а тебе комфортно? Если мужчине, если хоть одному партнеру некомфортно, там уже есть место конфликту. Все. И тогда он перерастает в абьюз, он очень плавно перерастает вот такое вот подавление, подчинение, исходя из его внутренних травм. Потому что он со своей программкой пришел, она со своей. И точки соприкосновения нужно находить.